прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Надежная переправа. В селении Гилены открыли новый мост в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Расскажем технические характеристики сооружения. Герои нашего времени. Кинолог Росгвардии Асруди Эль-Мурзаев спас 11-летнего мальчика. Подробности инцидента через минуту. Творчество объединяет. В стенах нашей телерадиокомпании состоялось мероприятие, посвященное сразу двум событиям. Более 100 детей из малоимущих семей получили укомплектованные школьные рюкзаки. Мероприятие прошло во Дворце спорта и молодежи. Вручил портфели ребятам председатель общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Ахмат Кадыров. Помощь была оказана региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова в преддверии 1 сентября. Хочу подчеркнуть важность образования и получения знаний словами моего дорогого дедушки, первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова. Нам нужна думающая, образованная, здоровая духом и телом молодежь. Поэтому учиться нужно не только для получения знаний, получения высоких оценок, но и для того, чтобы стать умнее и более профессиональным в своей области. Желаю всем вам успешного учебного года и множества новых знаний. Родители детей выразили слова благодарности руководству республики за такую своевременную и нужную поддержку. Я хочу поблагодарить наше руководство и лично Ахмада Кадырова за то, что он приехал, уделил нам время. Многодетным семьям это большая поддержка. Торжественно открыли мост в селении Гилены в Нажаюртовском муниципалитете. Переправа построена в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Он связывает две части населенного пункта. Луиза Яхьяева узнавала характеристики сооружения. На открытии моста в Гилены собралось все село, ведь для них это настоящее событие. Населенный пункт разделен на две части рекой. В качестве переправы здесь долгое время функционировал старый мост, не очень надежный и удобный. С речью к жителям обратился председатель Союза алимов регионов СКФО Хожа Ахмед Хаджи Кадыров. خار لين يرشلش خلونا خار شيء يرتي يزرع تدوينا شبه بلان يقية هرتيت اللر دغيتنا نيقش بخكر دغيتي وهوش أول يشعر سو ما بقبل بويز هو لا من أجل الشح هو كيبر نقوتين هو كيبر تأيدلش دلش دل عدل داله بس عدل خادين ويد يحيق مدويله وبقبل بويزه. Мероприятие приурочили к 72-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Столь важное для местных жителей событие не проигнорировали и чиновники. بوقتين جنس أحمد حاج حق قنا تنلير منطقة 23 числа evin de dolşu doğunu sun prioroçin dolşu her hal hidad olurdu elle hote abwa beş bolş belloş hote akız qahiги дикий. Протяженность моста составляет чуть более 51 метра, длина подходов 228 метров. Это еще один проект, реализованный по поручению главы региона в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».
Труднодоступные населенные пункты региона не остаются незамеченными. Высоко в горах, где частые оползни, тяжело вести быт. Однако постоянно ведется работа по переселению людей в новые дома, построенные с учетом особенностей местности. Прокладываются дороги и переправы. Луиза Яхьяева, Мовсар Хаджиев, сайт Селим Пукаев, Вести, Чеченская Республика. Презентация новой книги председателя Совета Алимов Республик СКФО Хожахмеда Хаджи Кадырова и заслуженного журналиста и писателя Масуда Заурбекова состоялась в стенах Республиканского дома печати. Работа называется «Диалоги с шейхом». В произведении авторы ведут беседы и задавали друг другу интересующие вопросы, и из полученных ответов была составлена книга. Хожахмед Хаджи Кадыров хорошо знает историю, традиции и обычаи чеченского народа. Масуд Заурбеков отметил, что данная работа будет интересна читателям всех возрастов. На мероприятии присутствовали представители творческой и научной интеллигенции. كذي خانيري يوت хотя бы фамилия мил ютер хилли мил чвада видя боду хилли үш дюч иштирю цат болчер язин очеркшия ишт идрак дин лила бауля zaman ча дин лилош милш хилла харвен хади анак бусал бин хади анак милш бу газет диатарха лилош он арадон айдло чубюк шалир модин цар арадон изи иш бюш иш ё ихнидон. В стенах нашей телерадиокомпании прошло мероприятие, приуроченное к 72-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмада Хаджи Кадырова, а также году чеченского языка. Сотрудники радиовещательной службы Вайнаха провели конкурс под названием «Путь Ахмада Хаджи Кадырова» на выразительное чтение посвященных ему стихотворений как среди поэтов-писателей, так и среди детей. Почетные гости были приятно удивлены исполнением. Они также отметили роль первого президента в становлении региона. После недолгого совещания были определены лучшие победители и призеры, получили памятные подарки из рук директора канала Рузаны Веселаевой. Мероприятие украсили звезды чеченской эстрады. دخجو خز دخجو دون لقشت إيران تعدون خلما ديزر دون أحمد حاج دون ده الغاز وتقابل دوت سن حق مدر دون ده بيعرف برتان للرجولم تاق كجي هو أوجر أو سمو ده لك دون اتياشوش ده در موشوات دون كجي شارع دون دخجو دون شاش دون يازين ولا دشنش دون ديوش دون أو سمو ده لك دون قديل ريز خل دونا سنة ديل ريز خل دونا اشتهر بوغ دونا أو شخصيان دونا لقشت إيران دعبي عن شونا ديل ريز خل. По словам руководителя ГТРК «Вайнах», провести мероприятие с участием таких гостей – это большая честь для каждого сотрудника филиала. цун тахик тинчара шайсин оштадела вайтаганиш тхаз мероприятий штая хата хашкола дишита банич хлита библиотека хлита дамула вакира сания бутуня вайда хурбу да бютербу шун масарна дерес хил дамели дилила шдинага. Кинолог Росгвардии Асруди Алимурзаев спас тонувшего 11-летнего мальчика. Все произошло на окраине станицы Червленая. Ребенок далеко отплыл от берега, не рассчитав силы на обратный путь. Заметив это, Асруди сразу же бросился и вытащил из воды. Адам Магомедов выяснял все подробности инцидента. Это озеро на окраине столицы Червленной Шелковского района. Именно здесь чуть не произошла трагедия. Едва не утонул 11-летний мальчик, которого по воле судьбы спас Асруди Эльмурзаев. Само место довольно опасное для купания в одиночку, поскольку здесь немало обрывов. Именно поэтому настоятельно рекомендуется ходить сюда группой, чтобы всегда была подстраховка. Мужчина находился рядом и увидел, что мальчик заплыл далеко и не мог выбраться. Остаться в стороне он не мог. Не задумываясь, нырнул в воду и вытащил его, а после отвез домой к родителям.
О небезопасности водоема знают местные жители, призывают отдыхающих быть осторожнее. Асруди уже год работает младшим инспектором-кинологом в кинологической службе инженерно-технического отдела ОМОН Ахмат-1 Управления Росгвардии по Чеченской Республике. Его рабочий день начинается в 8:30 с утра. Он кормит и чистит вольер своего питомца Марка, овчарки бельгийской породы, которому 13 месяцев. Дальше идет прогулка, тренировки с преодолением препятствий и различными испытаниями. Хорошо, молодец. Каждый питомец имеет индивидуальный характер и требует грамотного подхода, поэтому важно не только за ними ухаживать и тренировать, но и проводить психологическую работу. Мужчина проходил 3-месячное обучение в Тюмени, прежде чем приступить к службе. Он является ценным и квалифицированным сотрудником, который обладает отзывчивостью, что и подчеркивают его коллеги. В такой непростой, сложной ситуации он проявил себя с наилучшей стороны, среагировал четко, грамотно. Это плод ежедневных наших тренировок. Всего в кинологической службе инженерно-технического отдела на базе ОМОН Ахмат-1 Росгвардии работает 21 кинолог. Еще 16 проходят обучение. Со всеми ними проводят усердную работу, дабы они, как и Асруди, проявляли героизм и отвагу в любых ситуациях. Адам Магомедов, Магомед Басаев, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших социальных платформах, и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.